За этим столом многих объединяет одно – их сыновья, отцы и братья, пропавшие без вести во время событий осени 92 года. Каковы дальнейшие шаги в их поисках? Ведь в настоящее время в официальном списке без вести пропавших числится около 200 человек. Об их судьбе ничего не известно. Бабушка Цеш в 92 году потеряла сына, который в тех событиях помогал ингушам выехать из родного села Дачное. За все эти годы бабушка не теряла надежду, что когда-нибудь сын найдется. Магомед Амирханов в 92 году потерял брата. Даже соболезнования, которые люди высказывают ему, даются тяжело, признается он. Ведь до сих пор не удалось найти даже тело брата. Но надежда, она есть всегда. Очень часто, когда сейчас мы говорим о без вести пропавших, не мы, а наоборот как раз другие, у кого люди не пропали, они говорят слова соболезнования. То есть уже считая этих людей несуществующими, то есть неживыми. Как бы это странно ни звучало, но мы все-таки считаем, что эти люди живы. То есть я не могу себе представить, что вот мой брат умер, да, что его нет. Недавно в республику с рабочим визитом приезжал председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Михаил Федотов подчеркнул, необходимо конкретно решать вопросы, с которыми столкнулись жители в результате трагических событий осени 92 года. Мы предлагаем подумать над тем, чтобы создать совместную трехстороннюю комиссию, куда вошли бы представители Совета по правам человека при главе Республики Ингушетия, Совета по правам человека при главе Республики Северная Осетия и Алания и представители нашего президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека. И сконцентрировали свое внимание на вопросах вовлечения общественности, прежде всего общественности, в решение в преодоление отдаленных последствий осетино-ингушского конфликта 92 года. В свою очередь глава региона отметил, что между руководством Ингушетии и Северной Осетии в этом направлении ведется диалог. Наша республика тесно сотрудничает во всех сферах и есть взаимопонимание. Однако есть проблемы, которые не решить региональным властям самостоятельно без помощи федеральных структур, подчеркнул Юнусбек Евкуров. Важно, что любая работа по правам человека, она соприкасается, она трансграничная, она не только внутрисубъектовая, она выходит за пределы субъекта. И особенно здесь у нас, на Кавказе, и по вопросам беженцев, вынужденных переселенцев, мы все равно друг с другом и обязаны взаимодействовать, и обязаны спорить, доказывать, рассказывать. И в любом случае мы должны, конечно, опираться и на то, какой градус напряжения в той или иной сфере может наступить. Здесь тоже мы поступательно к этим вопросам относимся и подходим к этим вопросам. Почему? Потому что есть моменты, где, пытаясь решить одну проблему, мы можем получить обратный эффект, который даст еще больше проблем в последующем в этом вопросе или в этой проблеме. Поэтому, конечно, избирательность, она нужна и необходима. На этой встрече родственникам без вести пропавших были вручены генетические паспорта. В каждом документе содержится информация о генетической индивидуальности человека. Эта информация получена в ходе анализа ДНК и в дальнейшем поможет в поисках пропавших родственников. В региональном Минате оказывает всяческую помощь Комитету по поиску без вести пропавших. Глава региона держит на контроле все эти вопросы, и ДНК-база без вести пропавших, созданная в 2009 году, была полностью оплачена местными властями, отметил Улан Невлоев. С 2009 года нынешний глава республики Юнусбек Бамлагевич и оплатил полностью генетические паспорта, и генетическая база данных возобновил полностью. Там исправили все ошибки и недочеты, которые были.
Конечно же, мы и в моем лице, и в лице Министерства национальной политики, и Совета Тейпов, тоже я один до сих пор возглавлял, и являюсь сегодня членом Президиума Совета Тейпов, мы этих людей и поддерживали, будем всячески поддерживать морально, материально, в любом направлении. Почему? Потому что это погибшие не то, что ихние родственники, это наши братья и сестры. За прошедшие 24 года члены комитета по поиску без вести пропавших осенью 1992 года обращались во многие инстанции. В результате поисковых мероприятий были найдены останки 20 человек, 7 из них опознаны. Но работа в этом направлении будет, конечно же, продолжена. Вот эту вот проблему, ее нужно решить. Не решив эту проблему, нельзя двигаться дальше. Вот наш глава республики, он мудро тоже рассуждает. Он говорит, нужно вот начинать вот именно с поиска без вести пропавших, всех захоронить и двигаться, в дальнейшем двигаться и работать в этом направлении и налаживать отношения с соседней республикой. У каждого из собравшихся здесь своя боль и надежда на то, что когда-нибудь их родные вернутся домой или хотя бы станет известна их судьба. Светлана Томова, Ильяс Ханиев, Новости 24.